Интриги и демарши сопровождали заседание Генассамблеи ООН. Состоялась и ожидаемая встреча президентов Барака Обамы и Владимира Путина. Один на один они поговорили впервые за 2 года. До этого выступили перед делегациями Генассамблеи. Путин в основном говорил о Сирии, Обама об Украине. Президент США Барак Обама на Генассамблее ООН призвал Россию отказаться от агрессии против Украины и объяснил опасность аннексии Крыма и агрессии на Востоке. То, что произошло в Украине, может повториться в любой стране мира. Вот основа тех санкций, которые мы ввели со своими партнерами. Многие в США снова говорят, что вот опять вспыхнула холодная война. Но посмотрите на результат. Народ Украины сейчас больше всего заинтересован в том, чтобы присоединиться к Европе, а не к России. Президент России Владимир Путин речи Обамы не слышал, потому что опоздал на заседание. Перед своим выступлением успел сфотографироваться. С трибуны говорил о Сирии и только несколько слов упомянул об Украине. В очередной раз заявил, что конфликт на Донбассе был спровоцирован вне государства и назвал его гражданской войной. Мы предлагаем руководствоваться не амбициями, а общими ценностями и общими интересами. На основе международного права нужно помочь найти дорогу к нормальной жизни, сложить оружие, прекратить братоубийственную войну. Украинская делегация вместе с президентом Украины Петром Порошенко выступления Путина не слушали. Вышли из зала Генассамблеи. Остались только активисты на балконе с флагом Украины, который привезли из Иловайского котла. Больше всего интриг было вокруг встречи Обамы и Путина, которая состоялась позже. Во время совместного ланча интриги бушевали вокруг каждого движения и жеста. Журналисты обратили внимание и на улыбки, и на то, что после тоста генсека ООН Пан Ги Муна они чокнулись бокалами, а после того, как свой тост произнес Обама, чоканья с Путиным уже не было. Перед встречей с глазу на глаз Обама и Путин быстро пожали друг другу руки на камеры и пошли говорить. За закрытыми дверями пробыли почти 1,5 часа. Путин сообщил, обсуждали Сирию. По заверениям Белого дома, больше всего говорили об Украине. Позже в Нью-Йорке Барак Обама встретился и с Петром Порошенко.